садится луна, враг наступает, и темнота. Я обращаюсь к чарам огня, черная магия. Бабадур! Шакатур, бабадур! Клубы дыма, взвейтесь ввысь, тьма на землю опустись. Вызываю духа тьмы, появись! Кто посмел меня беспокоить? Колдун Баграв, визирь султана. Что тебе нужно? Я хочу стать властелином этой страны. Дай мне совет. Совет простой тебе я дам. Устройся так, чтобы султан принцессу Лейлу, дочь свою, отдал бы в жены за тебя. Благодарю тебя, о великий дух тьмы. Это отличная идея. Ну теперь-то ты у меня в руках. Султанщик-чурбанщик. Ну как ты посмел нарушить наш покой? Прости меня, у светочей моих, но ведь наступило время государственных дел. Дела, одни дела. А когда мы отдыхать будем? Ну ладно, давай сюда свои дела. Сегодня, о величайший, я разговаривал со звездами. И что они говорят? Они говорят, что если ты, о величайший, хочешь и дальше наслаждаться своим безмятежным покоем, ты должен отойти. От дел, отойти от своих дел и передать свои дела в надежные руки. Но когда ты, о величайший, будешь вынужден покинуть этот мир, это проклят Аллах твои годы, у твоей дочери, у этого нежнейшего цветка должен быть надежный покровитель. Поэтому звезды повелевают, чтобы ты, о величайший, выдал свою принцессу замуж. Мою красавицу Лейлу? Да, мой повелитель. Замуж? Да. О, а если мы этого не сделаем? Тогда тебя, мой повелитель, ждут большие несчастья. О, а в каком виде? В виде смерти. О, мне плохо. Ну не волнуйтесь, мой повелитель, сейчас вам станет лучше. Ох уж эти дети. С ними одни заботы. Ну, где мне найти жениха? Ну, за кого мне ее выдать, чтобы был умный, как мы? Чтобы был храбрый, как мы?
И чтобы он мне сказал... Прости меня, что я тебя перебиваю, величайший, но в данной ситуации я вижу только одну кандидатуру. Одну? Одну. А, давай, говори. Мужем принцессы Лейлы Так. и наследником всего престола должен быть я. Ты? Да, я мой повелитель. Ты! Ой, Умарин, ты жених! Ах ты, старый козел! Ты давно на себя в зеркало смотрел, а? Подать зеркало! Ой, жених! Зеркало! Уморил меня жених. Ты старый шаг, а не жених. Девочки, он вам нравится? Не-а. Мне тоже. Если честно, ты даже не в моем вкусе. Но мой повелитель, это правда, что я уже старый и некрасивый, но ведь я умею разговаривать со звездами. Ой, закрой фонтан красноречия. Давай пиши нашу волю. Пиши. Пишу. Пиши. Мы, великий султан Ахмед ибн Рахмет I, повелеваем объявить всему миру, что сватаем нашу дочь, несравненную красавицу Лейлу. Фирман объявить немедленно. Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. Жених. Клянусь Аллахом, он мне дорого ответит за подобную дерзость. Шекадур, Бабадур, Бабадур, Шекадур, клубы дыма взвейтесь ввысь, тьма на землю опустись, змейка мести, появись. Слушай меня внимательно, моя маленькая мстительница. Слушаюсь, мой повелитель. Завтра на базарной площади ты незаметно подкрадешься к султану и поранишь его своим шалом. Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. Не слухать мы, да свершится страшная месть. В путь, моя маленькая!
мармелад, И бриллианты вас покараты. много разного добра здесь найдется без труда. Заходи на наш базар, выбирай любой товар. Продаем и покупаем, бах-бах-бах. Много денег выручаем, бах-бах-бах. Без торговли жить нельзя, без базара жизнь скучна. Мы одна веселая семья, можно здесь поторговаться, бах-бах-бах. И немножко поругаться, бах-бах-бах. Здесь услышишь 100 вестей, много свежих новостей. Одна машина сбежала, у кого доходов мало. Сосед теперь живет, что он, если что, я. Продаем и покупаем, бах-бах-бах. И работа расслабляет, бах-бах. Без торговли жить нельзя, без базара жизнь скучна. Мы одна веселая семья. Люди города, слушайте все. Наш мудрейший султан Ахмед ибн Рахмет I, да умножит Аллах его годы, сватает свою дочь, принцессу Лейлу. Жених должен быть молод, красив, богат и храбр. Сегодня на базарной площади состоится турнир, победитель которого станет мужем принцессы Лейлы. Да дарует ей Аллах долгие годы счастья. Так повелел наш мудрейший султан. Слава султану! Слава султану! Послушай, почтеннейший, да благословит Аллах твое имя. В котором часу будут состязания? Кто ты, презренный? И зачем тебе это знать? Мое имя Аладдин, сын портного Сулеймана ибн Дауда. Да хранит Аллах его могилу. Я бы тоже хотел, почтеннейший, участвовать в состязании. Ты не на тот пирог развиваешь роток, оборванец. Было ясно сказано, жених должен быть богат, а твое богатство — это дыра в кармане, а в ней блоха на аркане. жизни нужно из всего уметь извлечь урок. Сегодня голод, нищета, всех бед не перечесть, но человеку голова дана не только что ей есть. Надо сказать, надо знают имя Аладдин, народу душа базара, Аладдин. Надо сказать, надо знают имя Аладдин, народу душа базара, Аладдин. Пусть не приглядит мой
иду, привык шутя встречать. Маскарад покада знает имя Аладдин. Балу душа базара, Аладдин. Отдам маскарад покада знает имя Аладдин. Балу душа базара, Аладдин. Аладдин, давай представление! Я персидский принц, аптек! Состоятельный жених. Умолял меня султан, чтоб тебя я в жены взял. Выйдешь замуж? Не хочу. Выйдешь замуж? Не хочу. Я тебя золочу. Убирайся прочь, Шурбан, распупыренный болван. За тебя я не пойду. Аладдина я люблю. Коль не хочешь по добру, силой я тебя возьму. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот. Получай отворот, поворот. Кличу эту не осудишь. Знай, насильно мил не буду. Послушай, Аладдин, а ты действительно будешь принять участие в состязании, а? Ну да, почему бы нет? Ну, Ты хороший, добрый человек, да продлит Аллах твои годы. Но ты беден, а бедный пусть во дворец заказан. А ничего не добивается тот, Кто ничего не делает. На колени, дети баранов. Повелитель всех правоверных, султан Ахмед ибн Рахмет I и его несравненная дочь, принцесса Лейла. Слава султану! Слава, слава, слава! Песня. Мы поем вассалу, нашему султану, нашему султану. Мы поем вассалу, мы поем вассалу, нашему султану, нашему султану. Мы поем вассалу. Наш султан Ахмед Рахмет правит нами много лет. 1000 лет, султан, живи, и Аллах тебя храни. Мы поем вассалу, нашему султану, нашему султану. Мы поем вассалу, мы поем вассалу, нашему султану, нашему султану. Мы поем вассалу. тронут, весьма тронут вашей любовью ко мне. А кто сочинил эту восхитительную песню? Я, мой повелитель. Ты? Знаешь, ты достоин награды. Да, мы щедро тебя вознаградим. Целую прах следов твоих, повелитель. Нет, мы тебя вознаградим, но попозже, попозже. Параграф. я здесь, свой повелитель. Иди сюда. Напомни нам, Баграт, чтобы мы не забыли его вознаградить. Хорошо, мой повелитель. А может быть, мудрейший из мудрейших повелит начать состязание. Ах да, повелеваю. Люди города, смотрите все и не говорите потом, что не видели. Тем, кто не видел, пусть расскажет тот, кто видел. Начинается состязание самых красивых, самых
юной принцессы Лейлы, да умножит Аллах ее красоту. Тот, кому принцесса Лейла подарит цветок, будет назван победителем и станет ее мужем. Слава принцессе Лейле! Слава! 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 Принц французский Помпадур. Бонжур! Бонжур, мадемуазель! Бонжур, монсеньор! Позвольте вашу очаровательную ручку. О! Никто не смеет приближаться к нашей принцессе. Нехороший, противный. Я ее жених. Я самый красивый. Правда, Никита? А чем это здесь так дурно пахнет? И кто это грязные бедные люди? Очевидно, мои будущие подданные. Ваше Величество, мне не нравится этот народ, но я согласен быть мужем вашей дочери, правда, Никита? Ваше Величество, мне не нравится ваш народ, а народу не нравишься ты. Правда, Ники? Он вам не нравится? Следующий. Паша турецкой. Кебаб Аглы. Ростом я совсем не гигант, но зато несказанно богат. Ждут меня все, и вельможа, и раб. Я Паша турецкий Кебаб. Приветствую тебя, повелитель всех правоверных, и твою несравненную очаровательную дочь, принцессу Лейлу. Да снизойдет милость Аллаха на ваш дом. Прости меня, повелитель, что не могу преклонить колено, но я могу сложить все свои богатства у ног твоей очаровательной дочери, принцессы Лейлы. Да будет на все воля Аллаха. Нет, спасибо. Он мне не нравится. О, Он нам не нравится. Нет. Следующий. Африканский принц Хишам.
Убивать? Извините, мадемуазель, вы мне хорошенькая, но не Простите, принцесса, у меня срочные дела. Я есть самый сильный человек на земле, но мы не есть так, как говорится. Вот, слава тому, кто посмел покусить вас, принцесса. Теперь вы в безопасности. Храбрый юноша. Аладдин, Я благодарю тебя. Ой, Что вы делаете, принцесса? Вы же даете ему розу! куда? Это знак благодарности. Но ведь в Германии сказано, тот, кому вы отдадите розу, станет вашим мужем, а этот юноша бедняк! Он спас мне и моему отцу жизнь. На колени, дети, больно. Папа! Папочка, папочка, стой, пожалуйста. Ой, мы так испугались, что это было? Папа, познакомься. Этот юноша спас мне жизнь. О! Папа! Ау! Папа, Аладдин, юноша спас мне жизнь. Мы тебя вознаградим. Нет, папа, Но ты не попозже. понимаешь. Доченька, доченька, бежим отсюда. Ты не понимаешь, папа. Ой, доченька. Этот щенок нарушил все мои планы, чтобы все несчастья мира свалились ему на голову. Но ничего, клянусь Аллахом, он дорого заплатит за подобную дерзость. Шахадур! Бабадур! Бабадур, Шахадур! Клубы дыма встретись ввысь, тьма на землю опустись, вызываю духа тьмы, появись. Кто посмел меня беспокоить? Это я, магребинский колдун Баграх, мессир Султана. Что тебе нужно? Я хочу стать мужем принцессы Лейлы и властелином этой страны. Тебе нужна волшебная лампа. У кого она в руках, тот повелевает всем миром. А где мне найти такую лампу? В пустыне есть пещера. Скажи заклинание Арма, Варма, Крэк, и ты окажешься там. Благодарю тебя, о великий дух тьмы! Не торопись.
Войти в пещеру может только человек с чистой душой и добрым сердцем. Но где же мне найти такого человека? Ищи человека по имени Аладдин, сына портного Сулеймана ибн Дауда. Аладдин? Ну вот я с тобой и расквитаюсь. Базарный шут. Аладдин! равнодушным чудесный цветок благоухающего сада. Нежнейший, как весенний ветерок, и прекрасный, как королевская роза. Но я бедняк. Ну и что? А бедняку не положено обладать таким богатством. Ну, ты же герой. Ты спас мне жизни. Я базарный шут. А вот если ты так говоришь, значит, ты меня не любишь. Да ради вас, принцесса, я готов жизнь отдать, но... Никаких но. Я скажу отцу, он тебя наградит, ты станешь богатой и женишься на мне. И не надо возражать. Я твоя принцесса, а сейчас я пойду и скажу, что тебя пустили во дворец. Да?
убийства. А где орудие? Цветок отравлен. Он хотел отравить нашего повелителя. Понял? Понял? Ну? Вай! Сын Шайхана! Да. Какой ты умный момент! Я бы никогда не догадался. Да, я очень умный. Как мой дед Муслим. Да хранит Аллах умный. Живо зови визира Баграфа. Ага. А зачем? Тот, кто поймал опасного преступника, визир платит 100 тенга. Вот так. 100 тенга! Ой, 100 тенга! Вы дураломы, да вы что, с ума сошли? Вы чего удумали? Я хотел убить султана, да вы что, с ума сошли, что ли? Этот цветок мне сама принцесса подарила. Это Мне! принцесса. Принцесса сама! Тебе! Мне! А я! Вот он, господин Баграф! Преступник, которого мы поймали! Это я его поймал. Мне положена награда. Мы его вместе поймали! Это я поймал. Сам пришел ко мне в капкан. Кто схватил его? Он. Да как ты посмел, презренный, оскорбить спасителя нашего повелителя и между нас обвинить его? Но он опасный преступник! Он хотел убить нашего повелителя! Нам положена награда 100 тенга! Ах вы болваны! И дети ваши будут болванами! Идите к начальнику стражи и скажите ему, что я велел влепить вам 100 палок! Кто? Ой, 100 тенга! 100 палок! 100 тенга! Прости меня, о, храбрый юноша, что эти презренные черви посмели причинить тебе беспокойство. Они будут наказаны. Позволь мне преклонить колено и выразить восхищение твоей храбростью. Сегодня на базарной площади ты бился как лев, защищая нашего повелителя и его красавицу дочь. Ты достоин награды. Да не надо, не стоит этого. Послушай, ты очень скромен и учтив. Скажи мне свое имя, чтобы я мог молить Аллаха о продлении твоей жизни. Аладдин? Аладдин? Аладдин. Подожди, сын портного Сулеймана ибн Дауда? Да. Мальчик мой! Да я ведь знаю твоего отца! Это достопочтенный человек, да продлит Аллах его годы! А он давно умер. Умер? Какое горе! Какое горе! Пусть Аллах хранит вечно память о нем! Какое Спасибо, горе! Подожди, я еще не излил свое горе! Какое горе! Послушай меня! Память о твоем отце! Я теперь просто обязан помочь тебе! Ты ведь любишь принцессу Лейлу! А разве я вам говорил об этом? Да не стоит об этом говорить! Я видел, как ты смотрел на нее на базарной площади. Так может смотреть лишь тот, у кого сердце пронзено стрелой любви. Но не волнуйся, мой мальчик, не печалься. Любовь — это прекрасное чувство. Любовь — это роскошь любить никого. Да не отчаивайся тебе, не клянусь! В память о твоем отце я помогу тебе. Я отведу тебя в одно тайное место. Там лежат несметные сокровища, и ты станешь их обладателем. И тогда ты сможешь стать мужем принцессы Лейлы. Согласен? Ну, конечно, согласен. Как говорит наш султан, попытка, не пытка. Ты очень остроумный юноша. Смотри! Арма! Парма! Крэх! Кто ты? Я визирь Баграф! Ответ неверный. Ай, шайтан, как я мог забыть? Кто ты? Мальчик мой, скажи ему свое имя. Кто ты? Мое имя Аладдин, сын Сулеймана ибн Дауда. Ответ принят. Вход открыт. Молодец. Ай! Ты не Аладдин. Ну я дядя Аладдина. Вход закрыт. Ай, ладно. Мальчик мой, ну что ж ты стоишь? Иди скорее внутрь, там сокровища, все что угодно, ты что боишься? Да ничего я не боюсь. Вот, иди скорее, молодец. А я тебя здесь подожду. Ты возьми себе сколько хочешь сокровищ, а мне захвати только
Жадность губит человека. Зачем она так была нужна? Бензин. Она такая старая, светит слабо. А что на ней написано? Я долго войн не видал, но вот на волю я попал. Душа поет и просится в полет, у меня ведь сил не в проворот. Летать как бабочка хочу, я же ребенка поскочу. Могу я петь, могу плясать, могу и просто поорать. О-о-о! Эй! Век воли не видала. Какой у меня бешеный темперамент, и мне с этим темпераментом приходится сидеть в этой самой лампе. Джин! Момент! Джин! Давай! Смеляй! Крепкую руку! Аладдин! Ты Аладдин? Я Джин! Ты Аладдин, смотри! У нас получается рифма! Яшин! Ты Аладдин! Яшин, скажи, приятель! Кто меня освободил? Ты! Ох, я старый шаг! Допаду все невзгоды в мою пустую голову! Прости меня, мой повелитель! Я не признал тебя! Свобода скружила мне голову! Да что вы все на колени-то падаете? Вставай, я не люблю это! Не встану! Отныне я твой верный раб, а ты мой повелитель! Не повелитель! Ты мне не раб! Как не раб? Ты меня из маслы освободил? Освободил! Значит, ты мой повелитель! Давай спорить не будем, вставай! Не встану! Вставай! Не встану! Вставай! Не встану! А я приказываю! Да! Слушаю и повинуюсь! Ну, давай что-нибудь еще приказывай! Ну, приказывай! И что приказывать? Да что хочешь? У вас сегодня уникальное предложение. Вам достался джин, который может исполнить любое ваше желание. Вот так прям любое. Ну, да, не совсем, конечно, любое. Я не могу 3 вещи. Я не могу... Не могу убить. Также я не могу... Не могу влюбить. И еще я не могу... Мозги. Не могу воскресить, а остальное расплюнуть. Хочешь, я пески пустыни превращу в морское дно? Хочешь, звезды в небе синем обратятся в серебро? Если хочешь, за минуту я всю землю облечу. Хочешь, я исчезну мигом, превращусь я в пустоту. Приказывай, желание заказывай. Я верный раб твой Аладдин, исполню все, мой господин. Приказывай, желание заказывай. Я верный раб твой Аладдин, исполню все, мой господин.
никакой не повелитель, не господин, обычный уличный босяк. Это наглая ложь! Ну какой ты, босяк? Отныне ты будешь медуза-козявка Улиткова! Ты будешь самый настоящий принц! Или я? Это всемогущий джин! Принц! Ты еще больше шутник, чем я, Джин. Принц, и в таком наряде. Да! Твой наряд мне тоже сразу как-то не понравился. Ну-ка, куда? Какая гадость! Асалай, Аладдина в принца превращай! Чтобы сделать человека принцем, надо не начало подобранное. Проверяется целое искусство, можно недорого и попасть в прозак. Одеваться нужно их за вкусом, но при этом помнить истину о том, что всегда встречают по одежке, а вот провожают по уму. По одежке встречают, по уму провожают. Это выдумал вовсе не я. Это мудрые люди, пусть Аллах их рассудит. Ну, а мы поверим, друзья. Шикарно! Просто шикарно мне! Мне это как художнику очень-очень нравится. Ну-ка скажите, вам он нравится? Он такой красивый! О, да! В моей работе брака не бывает. Там! Это как-то получилось. Я старался изо всех сил. Спасибо, конечно. Но ни к чему это. Что? Какая дичайшая боль пронзила мое сердце. Тебе это правда не нравится? Молчи! Ты хочешь обидеть меня? Аллах свидетель! Я старался изо всех сил, из кожи вон лез, чтобы создать эту красоту. А что я получаю взамен? Плевок в мою ранимую душу. Нет, Джин! Отдай от меня! Джин! Отдай от меня! Джин! Обидеть художника может каждый. Я не хотел тебя обидеть. Прости меня, пожалуйста. Вот смотри, я уже оделся. Все. Ну что ж, вот везет тебе, что у меня такой мягкий характер. На самом деле я тебя простил уже минут как 20-30 назад. Но скажи мне, ну чем тебе не понравился этот наряд? Да понравился мне. Нравится, но только он ни к чему в этой пещере. А теперь ну вздыхай. Ты ну вздыхай. Кто вздыхает, кто вздыхает, кто вздыхает, кто вздыхает. Понимаешь? Ну? Я влюблен. Прекрасно понимаю. Он и она. Полная луна. Нежный разговор при полной луне. Объятия. Поцелуй в тишине. Романтика. Кто она такая? Ты меня с ней познакомишь, а? О, Принцесса Лейла, дочь султана. А я обычный уличный босяк, базарный шут, подшутки, попавший в эту пещеру, из которой мне никогда не выбраться. Вот, Аладдин, ты меня опять обижаешь. Я ж тебе говорю, что я всемогущий джин. И я могу исполнить любое твое желание. Хочешь, я сделаю тебя самым богатым человеком на земле. А то, что касается этой пещеры, то мы с тобой вылетим отсюда, как пробка из бутылки! Но тебе нужно только пожелать. Я желаю Так. очутиться во дворце султана. Ай, молодец! Расплюнут, слушаю и повинуюсь. Асалай, посалай, посалай, асалай, во дворец султана! Отправляй! Поехали!
Глаз моих! Клянусь Аллахом, я не могу смотреть на тебя такую печальную. Ты уже сутки ничего не говоришь, ты уже сутки молчишь, ты уже сутки ничего не кусишь. Вай, как ты похудела, козочка моя. Ну, попроси, что хочешь. Папочка исполнит любое твое желание. Любая, Конечно, любое. выдай меня замуж. Хорошо, нахват луку моего сердца. За Аладдина. Доченька, Ну что? но он же богатейший, Папа, я его люблю. но он же бедняк. Папа, ну ты его наградил, он станет богатый, Ну, давно все будут смеяться, будут говорить, султан отдал свою дочь за безродного оборванца. Ой, доченька. Ну, не расстраивай так своего. Папа! Или Аладдин, или смерть! Ох, зачем ты так говоришь, доченька? Ну, не надо расстраивать меня. Багров, визирь, ты где? Я здесь, мой повелитель! Багров, иди сюда. Как ты появляешься у нас всюду? Ты слышал, что она сказала? Слышал, мой повелитель! И что ты думаешь? Я думаю, что есть только один выход, мой повелитель. Какой? Я должен стать ее мужем! Принц Аладдин. Приветствую тебя, повелитель правоверных. Да благословит Аллах твои долгие годы. Очень приятно, благодарю тебя, принц. Я слышал, ты сватаешь дочь свою. Да. Ты правильно все слышал, это так. Я хотел бы предложить ей свою руку и сердце. Слушай, принц, тебе стоит попробовать. Но я хотел бы увидеть принцессу, да хранит Аллах ее красоту. Конечно, принц! Ай, доченька, рахатулку моего сердца, встречай своего принца. Ну, здравствуйте, принц! Принц! Папа, это же Аладдин! Что, ты Ну, Аладдин? не Аладдин, он спас нам жизнь, Аладдин! Ты бедняк Аладдин, и ты принц Аладдин. Один. Доченька, ты же говорила, что он бедняк. Я никого не хотел смущать своим нарядом, потому тогда надел платье бедняка. Слава Аллаху, все разрешилось, дети мои. Идите погуляйте по саду, а папочка распорядится о приготовлении к свадьбе. Хорошо, бегите, мои сладкие. Визит, ты где, папа? Я здесь, повелитель. Вот, визит. Так распорядись, чтобы начали приготовление к свадьбе. Вот, завтра моя красавица дочь Лейла и принц Аладдин женятся. Я не могу этого сделать, мой повелитель! Это почему? Потому что я только что разговаривал со звездами! И что они говорят? Они говорят, что принц Аладдин на самом деле никакой не принц! А кто? Это магрибинский колдун. Эй, слушай, хватит меня пугать, у меня сердце слабое. Прости меня, мой повелитель, но я должен был тебе сказать, потому что он хочет убить тебя и твою красавицу дочь. Сегодня на Базарной площади он убил змею. Но он сам же ее и подбросил. Это он! Ах, ты Теперь негодяй он какой! тебя за принца. Неизвестно, чем все это может Ой, кончиться. ты шайтан! Доверьтесь мне. Это ты говори мне, Я слушай. помогу вам. Своими взглядами говорят о тайнах. Взоры глаз вторят, теперь я знаю все, что тут случилось с тобой. Этот взгляд любви, Как чуден
ты ворюга! Ты же украл у меня лампу! Лампу! Вот она! Вот она, волшебная лампа! Теперь я всемогущ. Теперь нет равных мне в этом мире. Так, лампа, слушай мое первое желание. Я хочу быть властелином этой страны. Не понял. Ты меня слышишь, лампа? Я хочу быть властелином. Глухая она, что ли? А может, слова надо какие-то сказать, а? Ну-ка, тушка, пушка, кукушка. Нет. Лампа, папа, прапапа. А ты будешь работать, а я? Ой! О, заговорила. Все только кулак понимают. Ну-ка, лампа, я хочу быть султаном. Ой! Больно же! А ты будешь работать или нет? Да больно же! Ты что, забыл, как меня вызывать? Подари лампу! Все-таки дети были правы. Вот и лампа. Ну зачем так тереть-то, а? И колотит, и все 3 раза по голове, ну, больно же! Я извиняюсь, а где Аладдин? А нету больше Аладдина. Теперь ты будешь служить мне. Тебе? Чик-чик! Что? Это что за джинны такие пошли? Ну-ка встань быстро на колени передо мной. Я приказываю. Слушай, милуш! Вот так-то. Слушай, джин, мое желание. Я хочу быть султаном. Нет, Асалай! Посылай, этого в султана превращай! Я властелин! Я властелин! Теперь я властелин, да-да, султан. И пусть в округе говорят, что там. Теперь я быстро всех в порядок приведу. Одних темницу, а других казню. Мы поем осаду нашему султану, нашему султану. Мы поем осаду, мы поем осаду нашему султану, нашему султану. Мы поем осаду. Когда теперь вся власть в моих руках, ходить по струнке будут в кандалах. Среди людей навек посею страх. Пусть каждый знает, кто такой Бахрам. Мы поем осаду нашему султану, нашему султану. Мы поем осаду, мы поем осаду нашему султану, нашему султану. Мы поем осаду. Ай, молодцы какие, молодцы. Ну все, идите к себе. Ай, молодцы, хорошо поете. Повинуюсь, повелитель. А нет, ты подожди. Ты передал принцессе Лейли наши дары и повеления готовиться к нашей с ней свадьбе? Да, всемогущий. И каков ее ответ? Она выпросила ваши дары о всемилости. И просила. Да, и еще. Что еще? Она велела вам передать
Решайся! А она велела передать, чтоб вы катились, к бабушке Шайтана. О, все милости. Я же говорил, на чужой огород не разевай свой роток. Это яблоки, не по твоим зубам. Она любит Аладдина. А ну-ка замолчи, подлый раб! Аладдина. Я не желаю слышать это имя! Аладдина! Так! Я приказываю тебе проглотить свой язык! Слушаю и повинуюсь. Так, а ты слушай мое приказание. Завтра состоится свадьба великого султана Баграта и принцессы Лейлы. А после нее состоится казнь государственного преступника Аладдина. Иди. Слушай, повинуюсь, величие. Послушай меня, подлый. Завтра я женюсь на принцессе Лейле. В общем, ты должен сделать так, чтобы она безумно в меня влюбилась. Да что ты хочешь, рожа головой? Что с ним произошло? Ах так, ты же язык проглотил. Выглатывай давай обратно, я приказываю. Я ж говорю, я не могу исполнить твоего пожелания. Это еще почему? Да потому что у меня по этому поводу есть свои пунктики. Я не могу сделать 3 вещи. Я не могу... Я не могу убить. Также я не могу... От тебя я не могу полюбить. Ну, еще я не могу воскресить, но это уже мелочи. Да что ж за бес тогда мне попался, а? Сам бездарь. А? Так, уходи в свою лапу. Ну, тогда Я приказываю тебе! слушаю и повинуюсь. Все в этой жизни приходится делать самому. Позовите сюда принцессу Лейлу. О, светочей мои! О, персик моего сердца! Ну, я прошу тебя, пожелай все, что хочешь. Я исполню любое твое желание. Отпусти на волю Аладдина. Это невозможно, краса моего сердца. Дело в том, что он государственный преступник. Он украл титул принца, он вор. Вор? Это ты украл у моего отца власть. О, прекраснейший из прекрасных. В гневе ты стала еще прекраснее. Ну, я прошу тебя, ну, стань моей женой. Со мною ты будешь властелительницей мира. Огонь горит в моем сердце, и все вокруг он сжигает. Душа полна желаний, твоя краса ослепляет, как презренный раб стенная. Колено я преклоняю, любви твоей желая. Тебя я умоляю, умоляю, умоляю. Никогда ты мне противен. Ты мне отказываешь? Да. Что я тебе говорил, Баграт? Она любит Аладдина. Ох, ты проклятый джин! Ой, ай, Ладно, раз ты не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Приведите сюда ее отца!
отдыхайте. Отпустите ее. Прекрасная принцесса, готовься к завтрашнему дню. А я пойду спать. А вы охраняйте Аладдина. Ты здесь, Ахмед? Я здесь, Мамед. Будь он проклят, что пес шайтан унес. Кого, Мамед? Аладдин, он там спит, а мы уже вторые сутки без сна, без еды должны охранять его. Завтра его казнят, а нас наградят. Ага, один раз уже наградили. Тихо, слышал? Нет, не слышал? Вот нарычал. А, это никто не рычал. Это у меня в животе бурчит от голода. Уйми свое брюхо, как меня напугал. Как я могу тебе его унять, если кушать хочется, а? Хочется. Слышал? Кто-то идет. Кто-то идет. Принцесса Лейла. Султан Баграв запретил кому бы то ни было приближаться к ученице. А я знаю, но султан Баграв передал вам, правоверные, награду 100 танга. 100 танга. 100 танга. Не наврал. 100 танга. От меня, тихо. От меня, в честь нашей свадьбы султана Баграва, вам, угощение. Слава султану! Слава султану! Жрался, сын. Аладдин, выходи. Лейла, как ты сюда попала, Рыбурка? Иди, выходи. Я думал, мы бежим вместе. Нет, я дала слово. Какое слово? Кому? Султана Баграфа выйти за него замуж. Выйти за Баграв, отличный шут, Нет, бежим. нет, я не просыпаются. Ты здесь? Ахмед. Я здесь. Ты. Ты здесь, Мамед? Я здесь. Будь свободен. Я найду лампу и уничтожу Баграв. Ну, как ты это сделаешь? Но у меня есть план. Ну, Баграв, держись. Доля джина незавидна, заточенный в лампе быть. Если ж выпустят на волю, дом арабский всем служить. Это мука быть слугою, негодяя и глупца. Исполнять любую прихоть по велению богица. Да ты что орешь-то, подлый пирог? Ты же сам просил разбудить тебя с восходом солнца. А для этого что нужно орать, как оглушенному, что ли?
Ведь нужно было просто подойти, тихо и ласково сказать. Ну вставайте, мой повелитель. Уже утро, зашло солнце, понял? О! Я только что кое-что понял. И... А ну-ка, принеси мой праздничный наряд. Слушай, повинуюсь, верблюжья колючка. Как ты меня назвал? Верблюжья колючка? Я ведь твой повелитель. Ты должен называть меня мой повелитель. Верблюжья колючка! Я сказал повелитель. Я говорю верблюжья колючка! Я сказал повелитель. Колючка! Колючка! Подожди ты! Почему верблюжья колючка-то? Да потому что ты и есть верблюжья колючка, которая прицепилась к заду верблюда и никак не может отцепиться! Да что же это такое-то? Это уже переходит всякие границы. Ты вольно! Я твой повелитель! Ты должен служить мне! Ты должен уважать меня! Уважают, между прочим, за добрые дела. А что ты сделал доброго? Ничего. К тому же служу тебе не по своей воле. Ну так и служи, я не философствую. Слушаю и повинуюсь. А это твой транспорт! Какой же транспорт? Ну как какой? Тот, на котором ты поедешь на свадьбу. Да ты получишь, что ли, ничего не мог найти. Ну мог, конечно, но и с лошади вы постоянно падаете. Да ты посмотри, какая у него наглая, мерзкая рожа. О, точно! Один в один, как у тебя. Да что же это такое-то? Пошел в угол! Пошел, я тебе сказал! А ты пошел вон отсюда! О! Ты наплюнул! Даже верблюд не уважает тебя! Так? Если ты не прекратишь со мной пререкаться, я заключу тебя в лапу! Ты больше оттуда никогда не выйдешь, понял? Умоляю, вы повелитель! Умоляю вас, только не в лапу, все что угодно, только не в лапу! То-то же! О, мой повелитель! Наконец-то наступило долгожданное утро! Это счастливо! Я тоже рад видеть, как с вашим голосом, он какой-то другой. Так это все от желания! Я сгораю от страсти! О, ты мой кумир сердца моего! Я все мечтала, когда утону твоих объятий! О, моя ножка, мой горбатенький котенок! Ой, почему ты не спенишь? Я принимал ванну. Ванну! Прямо в одежде! Я хочу танцевать! Танцевать! Музыку, раб! Музыку, раб! Слушаю и повинуюсь! Разлучные друзья, но каждый ночью круто их построил судьба. Рядом с ними по соседству очень скромно жила симпатичная невеста, одинокая коза. И влюбились два верблюда в одинокую козу, разгулялись, разодрались, и затеряли врату. На барханах, не растут цветы. На барханах, желтые пески. На барханах, не растут цветы. На барханах, желтые пески.
цветы, на барханах, желтые пески. Щенок! Выпусти меня отсюда! Я великий джин! Ай! Больно! А мне, думаешь, было не больно, когда ты колотил пол на пьяне? Ну, остановись! Он свое получил. Лэл! Да, счастливы глаза мои, и радость видят вас, ведь вами ныне сердце любовью смущено, любовью смущено. Я нечаянно извиняюсь, но у меня вопрос, что теперь мне делать? Ведь моя лампа занята. Джин, а ничего не делать. Наслаждаться жизнью. Чё это? Потому что ты свободен. Что? Ты свободен, Джин. Что? Свободен! Я свободен! Я свободен! Свобода! Свободушка! Свобода! Свобода! Джин! 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 Пожалуйста, исполни мою последнюю просьбу, а? Не хочу! Не хочу! Не хочу! Ну, пожалуйста. Ну ладно, давай последний исполню. Сделай так, чтобы никто и нигде не смог найти эту лампу. Да. Слушаю и повинуюсь. Ну тогда вы тоже исполните последнее мое желание. Да? Не хочу. Ну, пожалуйста. Конечно. Поцелуйтесь. Ну, поцелуйтесь уже.